Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Дамы и господа, всех приветствую перед камерой Юлия from Казахстан, которая хочет вас научить читать по-казахски. И сегодня мы с вами разберем несколько новых выражений, пожеланий, которые могут вам очень даже сильно пригодиться. Ну, а перевод вы прочитаете где-нибудь в сообщениях. Я, конечно, постараюсь закрепить, но не факт. Но перевод будет написан. Итак, поехали. Бүгінгі той құтты болсын. Жаз жұбайлар бақытты болсын. Босағалары бейірік, шаңырақтары биік, керегелері кем болсын. Үбірлі-шүбірлі болсын. Давайте скорее научимся все это читать. И первое правило, нужно каждое слово разделить по слогам. Делим. Бүгінгі. Получилось прочитать? Давайте я вам объясню, как читается недописанная буква У. На самом деле все просто. За основу мы с вами возьмем букву Ю, обыкновенную, и попробуем прочитать через букву Ю. Бүгінгі. В принципе, все получается. Чуть-чуть корректируем мягкость буквы Ю, и все. И вся магия. Бүгінгі. Затем мы с вами видим палочку с точкой. Палочка с точкой в казахском языке — это тоже мягкая буква, но она не настолько мягкая, как буква И, да? И это нечто среднее по мягкости между буквами и И. Если буква И — это очень твердо, буква И — это очень мягко, то палочка с точкой ровно та самая мягкость, которая нам и необходима, да? Пробуем сначала прочитать через И. Бүгінгі. Неудобно. Пробуем прочитать через букву И. Бүгінгі. Но тоже не очень удобно. Пробуем прочитать через палочку с точкой. Бүгінгі. Бүгінгі. Ровно та самая мягкость, которая нам необходима. Едем дальше. Слово той. 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 Вообще ничего сложного. Но один нюанс. Вот если вы видите, как написана буква О, то ровно точно так же вы ее и читаете. Как букву А, как в русском языке мы это иногда делаем, да, букву О вы прочитать права не имеете. Ну, то есть, конечно, вы можете прочитать, пойти наперекор, но получится абракадабра. Вот такая вот ерунда. Бүгінгі той, құтты. Как прочитать букву К? Очень просто. Нужно просто отхаркнуться через букву К, обыкновенную. Затем мы с вами видим букву У с черточкой снизу. Как ее прочитать? За основу нужно взять букву О, обыкновенную, но прочитать ее очень и очень коротко. О. Смотрите, если вдруг не получается взять за основу букву О и прочитать ее очень коротко, возьмите за основу букву У и прочитайте ее тоже очень и очень коротко. А теперь соединим, да? Ко. Ничего сложного. Кот. Затем мы с вами видим букву И. И в отличие от русской версии, в казахском языке буква И читается очень и очень коротко. Құтты болсын. Болсын. Разделили по слогам и прочитали. Ну и так как буква И читается очень коротко, то ударение падает на слог вперед. Но вот оговорюсь, не оговорюсь, но в общем в Казахстане вы можете услышать и болсын, и болсын. И это будет одно и то же слово, чтобы не путались. А это я говорю для тех, кто не живет в Казахстане и может подумать, что это разные слова. Итак, читаю предложение целиком. Бүгінгі той құтты болсын. Бүгінгі той құтты болсын. Поехали дальше. Жаз жұбайлар бақытты болсын. Жаз, букву У с черточкой снизу вы читать умеете. Это краткая версия буквы О обыкновенной. Жаз, жобай, лар. Тоже ничего сложного. Каждая буква как пишется, так и читается, и ни грамма не искажается. Бақыт, бақытты. Букву К
Я думаю, вы уже читать умеете. Нужно просто отхаркнуться через букву К, обыкновенную, да? К, К. Ба-кат-та. Буква И читается очень коротко. И снова слово болсын. Болсын. Жаз жубайлар бақытты болсын. Поехали дальше. Босағалары бирік, шаңырақтары биік, керегелері кең болсын. Разбираем слово босағалары и делим его по слогам. Бо, боса, босаға, босағала, босағалары. И здесь вам нужно научиться читать букву Г с черточкой посередине. Чтобы ее научиться читать, нужно просто отхаркнуться через букву Г обыкновенную. Г, Г, Г. Босағалары. Слово бирік. Смотрите, вы можете услышать бирік, вы можете услышать бирік. И так будет правильно. Едем дальше. Слово бирік. Бирік. Как пишется, так и читается, и ничего не искажается, да? Помним о том, что палочка с точкой в слове бирік читается очень и очень коротко. И есть нюанс. В Казахстане вы можете услышать и бирік, ударение на первый слог, и бирік, ударение на второй слог. Вот такая вот магия. Босағалары бирік. Дальше слово шаңырақтары биік. Разбираем слово шаңырақтары. Ша, шаң, шаңырақ, шаңырақтар, шаңырақтары. Здесь нет ничего сложного. Нужно вспомнить, как прочитать букву Н с хвостиком снизу. И за основу мы с вами возьмем обычную букву Н. И заметим, что мы упираемся языком в верхние зубы, когда ее произносим. Н, Н, Н. Теперь мы кончиком языка будем тянуться к верхнему небу, произнося снова букву Н обыкновенную. Да? И магия будет заключаться в тот момент, когда мы не дотянемся кончиком языка до верхнего неба, произнося обычную букву Н. И услышим букву Н казахского алфавита. Ну или английский дифтонг, когда произносится English, good morning, good evening. Я думаю, те, кто изучает, поняли, о чем идет речь, да? Итак, где это слово? Шана, шана, шанрак, шанрактара. Букву К, я думаю, вы прочитать уже умеете. Нужно просто откашляться через букву К обыкновенную. Шанрактара. Дальше слово биік, биік, биік. И вот смотрите, вы видите мягкую букву И мягкую букву О. Вот эта вот мягкая буква О, помните, я вам говорила, что палочка с точкой, да, это нечто среднее по мягкости между буквами и И. И как раз таки вот здесь очень хорошо ее потренировать. Стоит самая мягкая буква И чуть-чуть потверже, но которая является тоже мягкой в казахском языке, буква Биік, биік, биік. Надеюсь, у вас все получается. Если нет, попробуйте потренироваться еще несколько разочков. Я думаю, у вас все получится. Главное, делайте это медленно. Биік, биік, биік. Итак, разбираем слово керегелера. Керегелера. И смотрите, здесь написано буква Е практически везде, да? Так вот, как пишется, так и читается, и ничего не искажается. Через букву мы не читаем, да? И через букву И мы тоже не читаем. Пишется буква Е, значит и читается буква Е. Керегелера. Ну а палочка с точкой читается очень и очень коротко. Керегелера. Керегелера. Кен, кен, кен. Снова буква Н с хвостиком, которую вы прочитать уже умеете. Болсын, болсын, болсын. Итак, предложение целиком, да? Босағалары бирік, шаңырақтары биік, керегелері кең болсын. Ничего сложного. Поехали дальше. Үбірлі, шүбірлі болсын. Үбірлі, шүбірлі болсын.
убырлы-шубырлы болсын. И помните, в слове бүгінгі мы с вами изучали недописанную букву У. Так вот, теперь эту букву У мы должны с вами произнести в начале слова. И снова мы за основу берем букву Ю. Но когда мы ее произносим, изначально слышим и краткую. Чтобы это и кратко не слышать, мы произносим слово люк, убираем согласную, и буква Ю звучит как Ü, 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 Б, Л. Уберла. Дальше идет везде палочка с точкой, которая является средней по мягкости между буквами «ы» и «и». И пробуем прочитать через твердую «ы». Уберла. Неудобно. Пробуем прочитать через «и». Уберле. Убирли. Нет, неудобно. А вот палочка с точкой — это очень и очень удобно для нашего языка. Уберла. Шуберла. Шуберла. Ничего сложного, правда? И снова слово «болсын», которое вы читать уже умеете. Ну а теперь давайте прочитаем все целиком, чему мы с вами сегодня научились, да? Бүгінгі той құтты болсын, жаз жұбайлар бақытты болсын, босағалары берік, шаңырақтары биік, керегелері кең болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Дамы и господа, сегодня мы с вами научились читать несколько новых фраз на казахском языке. Перевод обязательно читайте где-то в закрепленных сообщениях. Я надеюсь, что в закрепленных. И увидимся в следующий раз. Ну а с вами была я, Юлия from Kazakhstan.